Саратовская елка меня обогатила того, что я увидел балерин вживую. Не на картинках, а вживую. И я понял, как будто их чувства, вот, как у них ноги зудят. Достаточно сложно быть балериной. Даже в моей скульптуре она держится вот буквально на пальчиках своей штуки. Вот. Это очень больно, потому что у тебя обувь стесняет, у тебя после концерта у тебя всегда у балерин ноги в мозолях. То есть буквально у нее не пальцы, а мозоли ходячие, мне так кажется. При этом у нее всегда осанка, всегда прямо, как доска. И еще всегда они очень миниатюрные, то есть в основном. Их же должен человек вот так вот так вот делать. И это тоже, то есть очень мало кто может стать хорошей балериной или балероном. Меня впечатлила сама суть балерины. У меня тоже как бы немножко тяжелая жизнь, конечно, с их мозолями не сравнится. Фактически у меня тут челюсть просто перекашена была в момент рождения. Как будто кто-то туда ударил молотком, там, нормально, соберем сейчас, приклеим. Владик родился 7-месячный на севере с серьезной патологией, челюстно-лицевой патологией. И, в принципе, нам сказали, что вы можете оставить ребенка в роддоме и отказаться от него. Либо не лечить его, и он тогда умрет. Потому что слишком маленький вес, слишком большие патологии, и такие детки не выживают. У нас, в принципе, 4 операции уже пройдено, и осталось только косметология и ортодонтическое лечение. Да ничего страшного, вот, оторвал, Владик впервые побывал на балете. Я боялась, что это ему не понравится, он не поймет, и он принял это. Что понравилось? Конечно, удивительная организация. Потрясающий такт в организации. Это очень важно, потому что не всегда соблюдается, понятие, что ты приходишь, это обычно дежурное, скучное мероприятие, которое не всегда приятно ходить. А тут был удивительный такт, удивительно был, и очень что понравилось, что меценаты на входе давали детям подарки. То есть в этой ситуации дети были главными интервьюерами, главными героями этого праздника, не меценаты. И мне это очень понравилось, и это было достойно. И со стороны меценатов, и со стороны правительства, то есть это было достойно со всех сторон. И, в общем-то, мой ребенок будет ходить в театр. На балет мы уже составляем программы, что будем дальше делать. Когда ты смотришь,
как человек трудился, и у него получилось, и он делает это второй раз. И при этом это колоссальный труд, то есть балет это действительно сложно. Это вот дает тебе хоть какую-то надежду на движение. То есть тебе сразу хочется сделать хоть что-то так же, как и они. То есть так же мастерски. Да, может быть, балет не все так воспринимают, но во всяком случае это понятно, это новогоднее приключение, это интересно, и история очень интересная взаимоотношений. И мне кажется, они должны сейчас, ребенок должен впитывать, вот маленькими шагами он должен пройти свой творческий какой-то вот, увидеть творчество, как, к чему можно стремиться, и какая красота на сцене и в жизни может быть. Аксаковскую елку придумали, чтобы дети отпраздновали тоже, которые болеют. Чтобы быть веселым постоянно, не грустить. Чтобы дети могли пообщаться друг с другом. Я думаю, что елка называется в честь писателя. Аксаковская елка, потому что театр, в котором проводятся мероприятия, это раньше был дом Аксакова, это был дом, построенный на благотворительные средства. И поэтому мы решили продолжить эту традицию и назвать Аксаковская елка. Здесь быть волонтером, это значит, то, что надо помогать людям с ограниченными возможностями, то есть рассказывать, куда туда пройти, если человек не знает что-то, и помогать, то есть, в общем, как бы рассаживать их по местам своих кресел, и довольно, то есть, много функций волонтера. Мне нравится, что меня пригласили. Тут раздают водичку, вкусняшки, палочку-выручалочку. Гримируют штуками. В общем-то, прекрасно. Здесь, все показывают. Здесь очень красиво, как будто бы как во дворце каком-то. То, что здесь собрались такие люди, как я, похожи, меня этого не смущает. Вот, например, моя двоюродная сестра. Лиля, скажи, как тебя зовут? Лиля. Ее зовут Лиля. Тебе понравилось это выступление? Да. Не бывает детей с ограниченными возможностями, бывают родители с ограниченными возможностями, которые не хотят, не могут, не знают, это тоже бывает такое, что делать с этими детьми. Нужно помогать детям, у которых не очень получилось в жизни, то есть с рождением они не такие, как все. Часто у таких детей появляется какой-то разум иной. То есть они могут становиться комиками, или скульпторами, или деятелями искусства, то есть те, кто рисует. Все-таки кто-то за нами приглядывает, и кто-то нам помогает. То есть кто-то рядом с нами, он может нам помочь в какую-то трудную минуту. Для некоторых родителей это просто невероятный праздник, потому что странно, что именно их вызвали, а не кого-то другого. Мандаринами угощает. Спасибо.
петербургская елка проходит уже второй раз. Эта елка такая добрая, такая сказочная. Дети как будто попадают в сказку. Здесь много разных сказочных героев. Все очень волшебно. Я думаю, детям очень понравилось. Я уже, как Дед Мороз, к вам приезжаю. И как Дед Мороз хочу пожелать вам прежде всего здоровья. И чтобы вы получали много удовольствий. И не только сегодня на празднике, но и в течение года. В прошлом году, когда у нас стал вопрос о том, что все-таки мы закладываем новую традицию в республике, и хочется, чтобы ее заложил человек, который олицетворяет собой добро, теплоту, и при этом он еще и является таким покровителем всех детишек, и он доктор мира, имеет такое звание доктора мира. Нам показалось, что это самое лучшее, что может быть, и что может помочь нам эту традицию продолжить. И когда мы обратились к Леониду Михайловичу, он с удовольствием согласился и поддержал нашу идею. Надо иметь очень большое сердце и доброту, чтобы помогать детям в этой ситуации. Многие проходят, ребенок с проблемами, и пусть. А что же, ведь живое существо тоже чувствует, тоже понимает, тоже радуется. Посмотрите, как они сейчас шариками бегают, разукрашенные, к елке, к Деду Морозу подходят, подарки получают. Да, это же замечательно. Причем это не единичная акция, это уже традиция получается. Идем. Как тебя зовут? Влад, идем. Влад, давай сюда половина. Держи. И видел, как я делал? Точно так же вот себя. Раз. Держи крепко, не бойся. Крепко держи. Давай еще раз попробуем. Еще раз. Раз. А где аплодисменты? Итак, Я держал как-то попугая, и это было страшно, потому что у него достаточно странное лицо, то есть у людей-то тут впадина, а у него просто глаз торчит. Это страшно. Дети удивлялись, то есть его фокусы с пам, и там вылетает белый голубь. Такая красивая, да? Я засучу рукава. Ой, мне понадобится чуть-чуть водички, совсем чуть-чуть. Мы свернем маленький кулек и скажем все вместе волшебные слова. У наша рыбка станет самой настоящей. Чудеса случаются с теми, кто в них очень верит. Вот если ты перестаешь верить в чудеса,
то они с тобой не случаются. А если ты как-то вот внутренне ждешь, то что-то хорошее должно быть. Не может быть черное, всегда будет хорошее. То оно придет. Рано или поздно оно случается, и ты просто в это веришь. Я считаю чудом то, что я вообще дожил до этого момента и сейчас смотрю на вас своими глазами. Вот. Меценаты — это достаточно хорошие люди. То есть, когда ты защищаешь слабых или делаешь что-то, но при этом не хочешь что-то взамен. При работе нельзя забывать о детях, тем более детям, у которых достаточно сложная судьба, они также достойны счастья, а может даже и больше, чем все остальные. Поэтому подарить радость для них — это, я считаю, что долг, наверное, нас, как крупных компаний республиканских и вообще. Я с уверенностью могу сказать, что это идет от души каждого из участвующих партнеров и спонсоров данного мероприятия. То есть каждая компания здесь участвует именно по зову своего сердца, так скажем, для того, чтобы сделать и увидеть действительно искреннюю радость и улыбки детей. Лизонька, с Новым годом тебя поздравляем. Свой подарочек. Если я оказался бы в качестве ребенка, то я, наверное, пережил бы какой-то шквал эмоций, потому что здесь все, и разукрашивание лиц, и различные там представители каких-то комиксов, мультфильмов и так далее. А для детей, если бы сейчас я поставил себя на их место, это просто, я бы просто, наверное, первое впечатление, какое было, я просто растерялся от того, насколько все это красиво и грандиозно организовано. Спасибо. Я помню, какой-то был 80-й год, даже помню. Я была урожаем 1980 или что-то в этом роде. У меня были как-то патриотические колосья на голове, там это сделано, то есть мама с рук это шила. То есть вот почему даже эти фотографии есть, представляете, сколько лет прошло. И то есть вот я думаю, что это останется в памяти, да, это радость вот всего события. Я считаю, что идея уникальна. Я видела, как радовались дети, я видела их глаза, я вместе с ними хлопала в ладоши, я была просто, то есть я думаю, я была счастлива. К сожалению, сложно окунуться, как говорится, в то мироздание, в котором мы росли. Это было так, уже более 40 лет назад, да? Там немножко другой мир был, мы были все более открыты. Сегодня мир немножко другом, но тем не менее вот душа именно ребенка, она не видит сегодня проблем и всего остального, и она действительно сегодня радуется. Сегодня очень богата красками, мероприятиями, всеми выступлениями. Здесь очень все здорово. Им необходимо общение. Ведь многие из них замкнуты и учатся даже дома, в квартире, приходит учитель и все остальное. А сегодня они вышли в коллектив, они увидели людей, увидели, значит, общение с ними. Вот это вот даже вручение подарка, для них глаза горят, и все это просто незабываемое ощущение для человека. Конечно, мы с ними встречаемся обязательно, мы с ними разговариваем, они принимают участие во всем, во всей подготовке, то есть мы с ними советуемся, какие подарки, какой сценарий, это все обсуждается совместно. И самое важное, что мы хотим сделать, это рассказать людям о тех людях, которые помогают, потому что об этом не нужно молчать, многие из них, они не любят, чтобы о них рассказывали, но это нужно делать для того, чтобы другие, посмотрев, могли тоже увидеть такой путь вообще жизни и понимание того, что ты делаешь и как ты живешь. Это, знаете, такой лакмус общества, благотворительность. К сожалению, он у нас еще не очень развита, благотворительность. Но на конкретном этом примере, что делается в республике в этом,
Я хочу сказать, что люди имеют доброе сердце, и не очень иногда даже богатые, но и среднего достатка, которые понимают, что такое благотворительность, и занимается благотворительностью. Когда вот есть отзыв от души помочь рублем, 100 рублями, тысячами, миллионами, это надо делать. Любовь побеждает зло всегда. Обычная мораль сказки. Во всех так сказках. В жизни не всегда так получается. То есть иногда зло побеждает. Но это мир, а не игра. Я подумал, что на Новый год мы им все-таки должны подарить некое чудо. Поэтому мы с главой муниципалитета договорились, что в каждом муниципалитете мы проводим именно елку для таких детей. Обязательно участие главы, обязательно подарки, хорошая программа. А сегодня мы провели как бы апофеоз этих действий. Это уже елка здесь, Аксаковская, в нашем театре оперы и балета. Если бы я был ребенком, мне, как говорится, знаете, кукушку бы снесло, одобили вот все-таки такое яркое событие. Понимаете, вот некоторые дети, которые сегодня были, они первый раз даже находятся здесь. Это начиная вот с этого факта. Плюс очень красивая программа. Плюс здесь ведь предусмотрено столько событий для них. Не просто они пришли, посмотрели театр и вышли. Вы видели, да, у них всевозможные какие-то кружки, они все разукрашены и так далее. Поэтому вот это была такая движуха для детей, как говорится, вот на протяжении 2 часов. Так что я думаю, я видела, я с некоторыми разговаривал с детьми, по-моему, счастливые вышли. Сегодня я хотел бы особые слова, самые лучшие, самые теплые слова, я не знаю, как их сказать, посвятить мамам детей, которые сегодня здесь сидят, которые находятся сейчас дома со своими детишками. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Спасибо за ваше мужество, за ваше терпение бесконечное. И я вам действительно хочу сказать, что я очень хорошо понимаю те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Вот вместе мы их будем решать. Да, бывает, говорят, эти дети никому не нужны, это обуза государства. Мне это очень обидно, потому что это действительно, вот у меня у ребенка одна патология, но она лечится, а инвалидность души, она не лечится. Это нужно как-то самому развиваться. Человек важен не снаружи, а внутри. То есть если, допустим, человек нормальный, но внутри он буквально гниль, то вот это уже особенный человек. А когда у человека внутренний мир нормальный, и при этом у него там немного какое-то отклонение в развитии или что-то типа такого, это несущественно. Главное, что у тебя в душе. Моя позиция.